Володя?
Чебоксарского музыкального училища под руководством заслуженного работника культуры Петуховой Людмилы Валерьевны. Спасибо огромное. Дорогун хакла эштешсен, хакла индешсен, супла чуваш калла. Паян чуваш патшалых юнер тервененче. Агеев Владимир Иванович Саврон Билек ждул ударную ядба халалана Курав Ужапа. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги, почитатели таланта нашего любимого, не побоюсь этого слова, Владимира Ивановича творчества. Сегодня в залах Чувашского государственного художественного музея мы открываем персональную выставку, посвященную 85-летнему юбилею автора. Вы знаете, я должен сказать следующее. Художники бывают очень разные. Мы все знаем. Но такой художник один. Он единственный. Чья графика уровня графических произведений листов Гюстава Доре, чьи живописные произведения являются образцом для подражания многим и многим поколениям следующих старателей живописи. И художник потребует, художник с большой буквы, Владимир Иванович, это действительно выдающийся человек, ибо его знание истории, культуры своего народа и преданность этой культуре, они безграничны. Те произведения, которые сегодня представлены на этой выставке, они из собрания самого Владимира Ивановича, из собрания Чувашского государственного художественного музея и из частной коллекции Никифорова Леонида Леонидовича. Но здесь удивительный такой произошел парадокс. Сотворчество, удивительное сотворчество. Вот на стенке с левой стороны мы видим живописные произведения, которые в удивительных рамах, которые, на первый взгляд, они живут сами по себе, но в то же время так органично вплетены в канву этих живописных произведений, что они являются неким таким продолжением. Конечно, эти рамы, они служат образцом любви и почитания творчества этого мастера. Владимиру Ивановичу 85. Все здесь стоящие художники, они поклонники творчества Владимира Ивановича, без исключения. Мы все восхищаемся талантом Владимира Ивановича, любовью к своему народу и его таланту. Конечно, непросто выражать свою гражданскую позицию, когда сплошь и рядом рынок, сплошь и рядом произведения на заказ. А Владимир Иванович иногда даже отказывается от заказанных произведений, если они противоречат ему внутреннему мироощущению. Тому примеров очень много. И вот даже сейчас, вот мы говорим и чествуем Владимира Ивановича, а он скромно стоит в углу почему-то. Владимир Иванович, похлопаем. Владимир Иванович, удивительный талант и удивительная скромность. Абсолютно редкое сочетание. Но я должен сказать следующее. Сегодня тот день, который предваряет еще один праздник.
сегодня канун замечательного праздника Дня работника культуры. И сегодня, несмотря на всю занятость, с города Алатыря, где проходит мероприятие, приехал министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константин Геннадьевич Яковлев. Я хочу предоставить ему слово. Пожалуйста, Константин Геннадьевич. Добрый день, уважаемые друзья, Владимир Иванович. Можно, если вас сюда, я бы очень хотел рядом с вами поставить сегодня такой счастливый день. Потому что для меня высокий день. Я хочу, уважаемые друзья, сказать несколько слов в адрес Владимира Ивановича. Я его не так много давно знаю. Но когда вот состоялась у меня первая встреча, я просто был удивлен от его такой эмоциональной, душевной теплоты, его невозможно почувствовать. Вы, наверное, сегодня почувствовали, наверное, через его работу, через его, наверное, труды, я думаю, так ведь? Потому что они именно дают теплоту, энергетику, то есть потому что именно Владимир Иванович всю свою душу, сердце отдает именно своей такой неповторимых работах. И когда мы встретились с ним, это еще было осенью в этом году, я Владимир обещал, помните, да, мы с вами долго сидели, обсуждали, вот сегодня увидел, действительно, вот я первый раз вижу его работы, хотя я не еще успел познакомиться. У многих художников бывал я у них мастерских, но так я понял, вот на сегодняшний день его мастерской у него нет. К сожалению, так получилось, так ведь? Поэтому после нашей встречи было принято решение, то есть мы первый в республике именно его творческую лабораторию мы откроем. Уже сегодня средства выделено, ремонтные работы уже, скажем, ведутся. И дай бог мы вот осенью в этом году эту творческую его лабораторию мы на Хузангай 20 откроем. Потому что это действительно стоит этого. Я думаю, и все наши жители республики, города и приезжие будут просто восхищаться его работами. Потому что это будет постоянно открыто, выставочный будет, как лаборатории, как непосредственно вот, можно будет туда не просто он будет работать, там будут и можно посещать ежедневные туристы и гости. Вот такой мы хотели экспонаты выставить и сделать открытый, ну скажем, музей, что ли, художественный вашей галереи, пускай будет так вот. Да, мы это будем делать, вот эти все ваши работы, я думаю, они долгие годы будут нас радовать. Это, я думаю, мы это сделаем, вопрос здесь нет. Спасибо вот всем сегодня хочу сказать, уважаемые коллеги, вам. Я вижу столько людей, это, наверное, говорит о том, что вас очень наши жители любят и ценят и ваше творчество, и, конечно, вам. Поэтому, Ольга Витальевна, где у нас это? Награда есть. Я сегодня не пустыми руками. Во-первых, вначале хочу поздравить, уважаемые коллеги, всех наступающим праздником работников культуры. Сегодня мы в Алатыре отмечали. Вся республика приехала там впервые за всю историю. Как мне сказали, Алатырь был сегодня восхищен, что мы, говорит, не видели такого почета, что к нам внимание, то есть что вся республика работников культуры сегодня находится там. Большое состояние был, большой концерт, 600 с лишним человек, полный зал был. И, конечно, я вас прям душой летел сюда, я говорю, надо сегодня ехать. И большие миссии по поручению главы Чувашской республики Михаила Васильевича. Вот сегодня у нас находится большая делегация в республике, по линии, значит, это депутатского корпуса. И лично утром сегодня глава попросил лично тепло поздравить Владимира Ивановича за таким сегодня открытием выставки и, конечно, с таким большим праздником днем рождения. И есть такой указ Михаила Васильевича, главы Чувашской республики. Это, наверное, да. Агеев Владимир Иванович награжден медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой.
ошада чунжерелин Таудова Владимир Ивановича, поэтому Чуваш Халахне, Республика Бушегия тебе, среди сылов телей он ужу, наши дезесцен, это биренжен, талемели чаплыжин, Владимир Иванович, среди пареньгигун нимдегелды Мартин Бурдебур, у халаха гузасында среди уважение, авторитет весь Бурдебур, среди сылых кына, чтоб среди тағырмының үшуіне, Тебір байлы выставка среди шәне мәне мастерскойде ушма перед турыбой бады. Шапла бұлдыр, да выступление. Спасибо. Огромное спасибо, Константин Геннадьевич. Действительно, награда нашла героя. Вот, избитая фраза, но она сегодня очень кстати. К юбилею Медаль ордена – это выражение заслуг этого выдающегося человека перед своим народом. Владимир Иванович – прекрасный художник, он член Союза художников России. Я сейчас хочу предоставить слово члену правления Союза художников Чувашии, народному художнику Чувашии, заслуженному художнику России Владимиру Васильевичу Нагорному. Баяны бір күнда чөнчен совар уяве кураб. Чөнчен чуваш уяве. А шак кураба Владимир Иванович Агеев перепурните первина пухля. Мана председатель Союза, художником Союза председателя Андрей Павлович Анохин Самах Калама и Бадя. Владимир Иванович, Сырья, Халев, Андрей Павлович, Черлей, вот Игрована, Самахсен, Калама, Игмахсывов, Сырья, правление Сырья, Видич Шапна, художник Кизен, Мурат. Игмахсывов, Анажон, Татателей, Умай, тогда Эссен, подермение зенит позавтра, полта. Добрый день, друзья. Мы собрались по поводу такого праздника, который объединил нас Владимир Иванович Агеев. Это действительно истинный большой художник, наш, кем мы должны гордиться и гордимся. Вот, к сожалению, Андрей Павлович Анохин сегодня не может присутствовать из-за того, что он заболел, и поручил мне высказать те слова благодарности. И он очень волнуется, как говорится, и переживает то, что он здесь не может присутствовать. Но тем не менее, я уже повторяюсь уже на русском языке, поздравляем вас, Владимир Иванович. Владимир Иванович, здоровья вам еще раз уже, повторяюсь, желаем. Вот. И мы обсуждали, думали. Действительно, Владимир Иванович это большой художник и заслуживает большого внимания. И я говорил с председателем Союза художников, и он с большого такое мнение, значит, у нас, Владимир Иванович, мы вас будем выдвигать на заслуженного художника Российской Федерации. Спасибо, Владимир Васильевич. Знаете, земля чувашская богата на таланты, но земля янчевская, она особо богата на таланты. Был я на родине Владимира Ивановича в деревне Большие Янчики. И рядом есть деревня Бодеряково, там есть потрясающий родник. И тот человек, который окунается в этом роднике, он уже посвящен силой Янчевской земли, уверен в роднике. Потрясающее место. Но творчество Владимира Ивановича знают не только в Чувашии или далеко за пределами нашей республики.
И почитатели его таланта живут и в нашем славном столичном городе Москва. Я сейчас, с вашего позволения, хочу предоставить слово Григорию Анатолию Ивановичу, председателю Московской Чувашской национальной культурной автономии, первому вице-президенту Федеральной национальной культурной автономии Чувашии России. Регун Дарсем, Фисепте Владимир Иванович. Добрый день, уважаемые товарищи, друзья, глубоко уважаемый Владимир Иванович. Абсолютно верно было сказано, что чувашские художники, школа чувашских художников заслуживает особого внимания. Сегодня такое большое количество, Владимир Иванович, людей на открытии вашей персональной выставки говорит о том, что действительно в последнее время люди стали любить искусство, культуру. И неспроста, наверное, в народе правильно говорят, искусство, культура спасут мир. Поэтому я хочу сегодня искренне от души поздравить прежде всего министра культуры, его заместителей, работников министерств и вообще, кто связан с культурой, с этим самым замечательным, самым чудесным праздником, с Днем работников культуры. Всем вам искренне доброго здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов. Мне же хотелось сегодня от имени москвичей, от имени полномочного представительства Чувашской Республики при президенте Российской Федерации Владимир Иванович поздравить вас и с юбилеем, поздравить вас вот с этой великой наградой, потому что когда-то я имел честь тоже быть награжденным вот этим медалью ордена за заслуги перед Чувашской Республикой. Это действительно высокая награда. Огромное спасибо вам за ваш труд, за ваше искусство. В Москве очень много в последнее время проходит выставок. И я когда сегодня зашел в зал, здесь Проскевити, он уже миллион раз представлял свои работы у нас в Москве. Викентий Лукьянов, постоянный гость в Москве на всех этапах, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, где только он не представлял. Федоров Левит, то есть Пупин, скульптор. Но и вот сегодня я с гордостью говорю, только что передо мной выступал Нагорнов Владимир Порфирьевич, сегодня принято решение в Москве на одном из центральных бульваров Москвы установить памятник нашему замечательному чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву, и автором этого памятника будет Нагорнов Владимир Порфирьевич. Вот какие великие дела делают художники Чувашской Республики. Поэтому позвольте еще раз всех вас, особенно Владимир Иванович, вот ваш вид даже, действительно, все художники, по-моему, они обязательно с бородкой, они все симпатичные, они все скромные. И правильно сегодня Геннадий Васильевич говорит, а он вот стоит там где-то в уголке. А смотрите, какие работы, просто потрясающие работы. Маленькие наши полномочные представительства находятся прямо рядом с Третьяковской галереей. И вот сейчас, когда была выставка Айвазовского, нашего мариниста, вы знаете, очередь была, вот чуть ли не до нашего полпресса доходила очередь, люди хотят попасть на эти выставки. И вот, Владимир Иванович, сегодня вам самый богатый подарок, это пришли люди. Но я прибыл тоже не с пустыми руками, Владимир Иванович, возраст это ерунда ваш, у вас полный заряд бодрости. Я думаю, вы должны писать хорошие картины, точно такие же, может быть, еще лучше. Поэтому я прошу подарок в студию, как вы говорите. Это будущее работа будет самое лучшее. Это уникальный набор, я открою, чтобы вы видели, но не ножи, не кинжалы, а именно вот работы, пастели, краски, на все случаи жизни.
Я прошу извинения, это главный спонсор этого подарка у нас в Москве есть удивительный человек, наш земляк, да, из Красночитайского района Селиверстов, Владимир, который передал вот сегодня эти подарки. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете, самое приятное было это наблюдать восторг в глазах Владимира Ивановича, когда он увидел вот эти краски. Вот вы знаете, я даже где-то, Владимир Иванович, вам позавидовал вашей искренности. Вы как ребенок обрадовались этим краскам. Это на самом деле, это говорит о том, что Владимир Иванович абсолютно чистый человек, абсолютно чистый изнутри. И те произведения, которые он создает, оскверненная душа не может создать. На самом деле. Вот эта чистота внутренняя, она во всем, во всех произведениях. Я как-то имел честь держать в руках графические произведения из частного уже собрания. Вот у Владимира Ивановича есть меценат, то есть его так называемый спонсор. То есть человек, который приобретает произведение его в свою частную коллекцию. Все художники почти мечтают о таком человеке, но не всем удается. У Владимира Ивановича такой есть меценат. И вот я когда графические листы держал в руках, я пытался понять, как Владимир Иванович без предварительных рисунков просто берет тушь и вот от маленького фрагмента до готового монументального произведения создает. Это просто потрясающе. И когда в своем выступлении вначале я говорил, что это график уровня Густава Дары, я совершенно не лукавил. Это абсолютный мастер. И это действительно так. Но я не обладаю искусствоведческим познанием, и потому я анализ искусствоведческий прошу небольшой сделать доктору искусствоведения, заслуженному деятелю культуры, искусств Российской Федерации, советнику главы Белорусской Республики Михаилу Григорьевичу Кондратьеву. Владимир, не хочу просто славословить, а несколько мыслей по поводу сегодняшней выставки. Дорогие друзья, любители искусства, ценители искусства, сегодня редкостная по уровню и профессиональному, и по уровню таланта выставка. Конечно, в нашем музее, в нашем искусстве много талантливых людей, но не все отличаются вот такой уникальностью. И в чем она заключается, я попробую поделиться несколькими соображениями. Выставка грандиозная и по масштабу, по количеству произведений. Но дело не в количестве, а дело в том, что творчество Агеева, возраст очень приличный, который сегодня мы дату отмечаем, вот этот возраст позволяет уже рассматривать его творчество Владимира Ивановича в виде последовательной смены тем, образов, техник, профессиональных техник. И даже я пока не представляю, как исследователь его творчества, а уже есть молодой искусствовед, не буду сейчас секрет раскрывать, но здесь присутствует автор будущего исследования большого творчества Владимира Ивановича. Я даже не знаю, Владимир Иванович лично знаком, нет, не важно. Работают искусствоведы, специалисты. И вот трудность будет именно в том, как распределить. Потому что если с точки зрения тем, которые раскрывает Владимир Иванович, здесь все, что можно охватить. Есть история, есть современность, есть советская власть, есть глубокая история Сувары, Булгары, есть быт, Гусев,
собирание картофеля, есть не только быт, есть самая острая современность, есть техники, если ранние вещи, вот 80-х годов, вот, в том помещении, значит, есть несколько картин, потрясающих по технике классической и даже напоминающие эпоху Возрождения. По-моему, последнее, это не самое классическое, сейчас не вспомню название, но лежащая женщина, группировки, ну, почти рядом, почти. Конечно, Владимир Иванович сам учился, осваивал и достигал совершенства уже тогда. А последнее свидание по технике уже, вы знаете, там гуантилизм немножко есть. Специалисты знают, что это такое. Есть, конечно, вот такой настоящий реализм, есть и фантастика, есть удивительные по технике вот эти графические работы, о которых только что вспоминали, в том зале висят. Фантастика и мифологическая, и историческая, и тончайшая работа пером, это на самом деле то, что вот сейчас говорили, это удивительное мастерство. И самое, может быть, интересное, что открываешь, глядя на эту выставку, бурный темперамент художника. И сегодняшний, вот 2016-2008 года, вот последнего десятилетия работы смотрим, буйство темперамента. Владимир Иванович ни в коем случае не становится таким пожилым мастером, умудренным жизнью, спокойным философом. Он философ, конечно, но спокойствия в его произведениях, конечно, нет. Вот посмотрите на цвет. Посмотрите на формы, на линии. Совершенно как будто абстрактная техника, но начинаешь разбирать, там природа, живые лошади. Но больше всего, наверное, восхищает в его творчестве женщины. Как он рисует, с какой любовью. И вот эти знаменитые хороводы, вот здесь в самом центре, там вот еще один, конечно, это одно из лучших воплощений таких самых богатых, самых сложных традиций, обычаев нашего народа, культуры его, красоты. Но здесь же и Константин Иванов. Это не просто, так сказать, эпизод истории. Между прочим, хоровод не в виде круга, а в виде фрагмента такого нарисован. Это динамика, это цвет, действие, энергетика. Потрясающая энергетика, которую достаточно трудно передать на статичном полотне. Но посмотрите, каков изгиб самого хоровода, ну и фигуры женщин, девушек, красавиц, которых, конечно, Владимир Иванович любит. С большой любовью. У него все прорисовано с большой любовью, со страстью, с волнением. И еще, я не готовился особенно такой монографический очерк делать, такой разброс мыслей, я думаю, вы все-таки поймете. Сегодня несколько раз прозвучало скромный, удивительно скромный человек. Да, он скромный, но посмотрите на его автопортреты. Вот здесь еще, а я на других выставках припоминаю. Да. Все, сейчас мы не можем охватить. А вы посмотрите, какова поза этого человека, каково самосознание этого человека, этого художника. Он вовсе не скромен, как закрыт и осторожен. Нет, он откровенно гордится и своим творчеством, и собой, и, видимо, своим народом. Вот он, представитель этого народа. Одна из, может быть, таких ярких автопортретов, вот перед нами. Владимир Иванович, поэтому, мне кажется, слово «скромный» к нему не подходит, несмотря на то, что он никогда не, как человек, вперед не выходит, пока его за руку не выведешь. Но в творчестве понятие скромности, сами понимаете, это не самое нужное, не самое главное, а
самое важное, что у него в творчестве его темперамент, его характер, его образное мышление ведут ярко вперед, и тем самым мы воспринимаем то, что он нам показывает, удивительно многообразное. Еще раз говорю, для исследователя будет большая проблема, как это классифицировать. И большая книга должна быть, не просто альбом, а исследование, как сгруппировать. Здесь можно вспомнить и, наверное, как у Пикассо, допустим, ранний стиль, средний стиль, поздний стиль. Такой вот у великих художников, которые много десятилетий творили, у всех можно периоды по стилям разобрать. Я думаю, может быть, вот это будет главное. Но для этого нужен глубокий, хороший, подробный профессиональный анализ. Владимир Иванович, этот анализ будет. И не один раз, я думаю, будет, но сегодня уже, как сказать, запланирована такая работа. И ваше творчество, конечно, оно и так уже вошло в нашу культуру. Мы живем, знаем, эти книги читаем. А какие иллюстрации еще хочется вспомнить? Книжные иллюстрации. А какие карикатуры? А сколько юмора в как-нибудь? Сколько лет вы там работали? Это прямо стиль чувашский, национальный юмор, сатира, острота. А вот сейчас еще история, быт, культура. Все слои жизни. Затрудняюсь назвать. А вот он меня охватил еще там сельское хозяйство. Ничего подобного. И сельское хозяйство тоже природа. Спасибо вам. О вашем творчестве мы будем говорить. Выставки такие будут еще и еще и еще. И народ будет расслабляться, приходить. Поздравляю вас и с юбилеем. Подарить вам, всем я не дарю, а вот вам дарю книгу о Федоре Павловиче Павлове. Спасибо большое, Павел Ильич. Существует фраза «джентльмен делает костюм». А мы, художники, знаем, что любая, даже самая ординарная работа может преобразиться, если его одеть в достойную раму. Так вот, мы здесь видим ряд целых потрясающих рам. У этих работ есть автор. Итак, я сейчас приглашу двух счастливчиков. Первый счастливчик – это меценат и обладатель этих произведений Леонид Никифоров. А второй счастливчик – это человек, который обрамил это потрясающее произведение Леонид Николаев. Прошу вас. Добрый день. Будем кратко. Так. В первую очередь хочется сказать, что мы живем в прекрасное время с таким великим художником, как Евгений Владимирович. Поэтому есть возможность видеть, дышать, принимать то, что дает он нашей республике. Это большое дело. Но и мы могли чем-то помочь, вот и помогли. Сделали еще один шаг для республики, до создания нашей республики. То есть принимаем участие непосредственно. Сейчас мы зачитаем ничего. Куда Силберге, видимо, марсымасынlar какой-то художник, было график, когда-то был где. Но хотя бы мало по паре я была на шаг не сделать больше. Бенхавод. Шалапик не думал.
Шинжен Шимбаи. Я видел, что надо Шинжен Шибагилов, а я не видел. Эдихи Вадышинзен Вадышасына Пурыша Чиагныма дезесреш, bizim galana Bihile Hakbi Çuktizengla. Bihile Şubat dışında kalaşmanda ağladıkman Müdürler Kuşuna ketmeyin diye bazı çakı bazıları. Vladimir Ivanoviç, Ол Күйжешін ұйылған ұрап, шақ бейхил, антәне бейхилі, несізден бейхилі, он йонды марзынче, он чиринче, бірензен онды. Несізден қымачы, бой барзыларады. Бұды папырдай бір, телетпелі байлайшын, шақлай, ұрды келжеші. Аштанға шақ бой, аштанға шақ қыла. Мене бұлан башы шағын байлайшын. Ебіш планы менде бұл елін хамыр незілсем, әттәне планы бекел үші. Шамбады, емерінде бәлет бар ұшлары бар, человек мен партайлемене жинізі. Әнде ол шағамбек ябылда, шағамбекеш әділерінде. Бұнда тирін атылчек болы қарын керді. Шағында шеріні матуқалар айтып, Алматай Владимир Николаевич Тепчевича, бұл енді жаңында руны бергеу кәлінде жирайды, ну, может, играть, играматы қалама. Бұл енді шағамик шиырма, истері. Бұнда қорғалап не? Мен жерді жағып? Целикиме Сигмай Викторовичу Владимир Ильич перед сама Сирова было артикулы Лозака. Варададан де академиялар де шақты. Бұнда әшені десінде бекелі. Байлар сиргеуін шақты екені видео бойла шиғыл Иван Шурников Брезел, Махалмалар, Сағамбелікті ұзасында, сізге Иранда қаламас қой, Сағамбелікті дезе. Аллара машинашқа білімдерін әдеғай бұл мүлігаз. Тада думаешься, қылай, на президента. Вот, сотарады деді. Сулар, Свапла сумма война арм. Сваплашын, ана демешешін тада кәржілер. Сана чил шарыда шинзем сотыш бұлданды. Ері давра тышмазем бұлданды. Езі тар пәчен таза юлдың бұлданды, андары. Мүрін ешанда бармады. Шалана тілеуларына шағырбек шәмірек шымызды бұлданды. Анбар, езімін жада пәчен юлмы. Саным юнду марызынча, саным незалюзель, саваплы арзен юру юхай. Шағын сада нючата сутны, өтемілі юрлада шелі. Езіде шақына ат. Сартабыш, Кажырыдады, Бурысла Каламар, Мишель Шакебазы, Бурысла Алмамаза Термедежу. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравить юбиляра. Пришло очень много почитателей таланта. Я сейчас хочу предоставить слово членам правления Союза чувашских художников. В частности, я хочу предоставить слово члену Владимиру Степановичу, службы художника Чувашской республики, и Зотикову Владиславу Алексеевичу. Пожалуйста, прошу вас.
Агеев уникальный художник, потрясающая работа. Он своими работами создает ауру этого зала, атмосферу, как в храме. И это чувствуется. Его можно сравнить с итальянскими художниками Возрождения. Он настолько владеет рисунком, фигурами, руками, лошади, как он это все виртуозно передает, уму непостижимо. Мне посчастливилось с Владимиром Ивановичем встретиться в художественном училище и учиться у него. Он преподавал пленэр после 3-го курса, наверное, не помните, Владимир Иванович? И учил, как передавать на пленэре, тогда еще в училище художественном, во дворе там интересно было зелень, солнечный свет, мы там ставили натюрморты, натуру, и он это очень здорово нам это преподносил. Хочу сказать, что Владимира Ивановича семья талантливая. Я долгое время работал, больше 20 лет с Валентиной Музыкантовой, с Народной Российской Чувашией, в молодежном театре. И думаю, что вообще художник Агеев – это мессия, которая несет в себе тепло, энергию и большую творческую подвижку. Еще хочу добавить, талантам надо помогать. На красочке мы ему подсобрали немножко денег. Владимир Иванович, начинает этим делать ваш мерзкий. Шамбада, Владимир Иванович, ваш мерзкий день, им подождение, секретарь сказал. День дежавек, выговор, сире, сумапар, малашный дежавек, хабаришпе, вартаватка, пилин калаха, малава, калармалаванда. Чанакта Владимир Иванович, явно увесне, яв выносне болеть, чеваш кава гидео, унжуфне, идисию куда. Он Чанакта, он санавана ищет, чанакта, чеважа идисию. Чеваш всем или фильм бессенитие, курзавие, азаиле, явли гордыжа, или хибордыжа, вставал кино, встали бандовкой. Молодцы дежендек, дезервишал хор из семьи, Кирин Сенецкий деятель, Махамад Дежендек, Сирвий Сенек, Мускава, Лаземей Сенек, Сидя Зежендек, Датона Бутача. Молодцы дежендек. В 1950 году я 15-летний пришел в училище художественное. И у нас классы по специальным по рисунку по живописи совпадали со студентами 3-го курса. Чередовались. И мы приходили утром на рисунок по живописи. Вдоль стен стояли работы небольшие, на холсте маслом, и мы искали, где Володя, где его работа. Разворачивали портрет, который он писал на дощечке. И мы балдели,
смотрели, ему уже 18 лет было, на меня достаточно. Как он видит лицо, такое чудо. 67 лет. Мое восхищение, моя радость, моя гордость, что я вот рядом с ним в жизнедеятельности, в творчестве. Вот как бы мы не воспринимали, зрители однозначно, конечно, в восторге, восхищение, в удивлении, как это можно делать, что он делает на листах бумаги, на холсте. А среди художников по-разному воспринимается его творчество. Но это совершенно не важно, несущественно в сфере искусства. Это вот уникальный, единственный бриллиант, один из единственных бриллиантов чувашской культуры, гениальной какой-то огранки, невероятной. Вот. Я не доживу до тех времен. 20-30 лет дальше аукционы типа Сотбиса будут искать эти шедевры Агеева. Как бы мы к этому не смотрели на это. Но мы много можем сделать 85 лет, 60 лет с лишним творчества, столько сделано. Вот из Москвы представитель. Это надо, это же не только, мы вот радуемся для настояния Чувашии, чувашского народа. Народ полнеет, и смотрит, восхищается, любит его. Но это же достояние России. Надо в Москву эту выставку, в Академию художеств, выставочный зал Центрального дома художников вести, пробивать это. Министерство культуры – это обязанность, и другим органам все-таки подавать, чтобы это Россия восхищалась Березин. Я знаю, ничего подобного сейчас в России нету, в современном изобретении искусства России. Вот это вот абсолютно уникально. Конечно, сопровождение роскошных альбомов, все их подача, как должно быть. Грех будет большой, если это не будет, мы это не сделаем в Москве. Уважаемые, глубоко уважаемое собрание, мне сейчас вот не то, что мне чуть-чуть больно. Не дать ордену заслуги Чувашии. 85 лет народному Чуваши, он тоже народной России, он к этому, слава Богу, он защищен этим своей мудростью. Орден за заслуги перед Россией он заработал. Кому же тогда дают те ордена за заслуги перед Чувашией? В любом производстве, как вот, я слежу, знаю, кому ордена дают, там есть тот производство, где-то в чем-то отличился. Но это уникально для человечества, создает когда человек такое на сотни лет будущее для будущего, для всего этого. Я представляю, через 100 лет, как будут те наши потомки на это воспринимать людей, молиться как на Рафаэле, как на Антиков или Любовь к рождению на целом. А к этому. Владимир Иванович, язык салам, языка, чебурек, дела и стезе, нужно есть за,
а на земле талантливых жизней. Когда-то это Землегномар, да, и стыдные, остаток человека жители, когда и масло, и камеры Тимарской академии Курции, Урбарова, Хатмутрафева, на Дюридамиш Ивлюка, Лерика, организировался. Владимир Вашингтон, учредитель и поставку доследования. Шамбадава из академии знак Микирис, знак значит Сирепаров. Дает право везде почетные гости. Это у нас есть свой форум, это Марии, Удмурты, Верцы, Чуваши, поклонники народной веры, образовали свой союз такой и ведем духовную нашу политику народной веры. Один из активнейших членов является нашим Владимир. Молодец, держи за руку. Спасибо большое, Федор Иванович. Ну, коль скоро мы уже дошли до уровня эзотерики и народных верований, я думаю, будет уместно предоставить слово оратору, который специалист в нумерологии. Слово земляку Владимиру Ивановичу, уроженцу деревни Большие Яльчики, Кузнецову, Переватшину Сергею Николаевичу. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хотел бы подарить Владимиру Ивановичу картину. Она называется «Ангел» Владимира Ивановича. Поэтому хотелось бы сказать, что все картины, которые написаны ее рукой и кистью, они излучают вот этот цвет. Поэтому я очень благодарен ему и хотел бы, чтобы он долго жил и 100 лет жил. Не только 100 лет, 200 лет. Я хотел бы, чтобы вы все помолились за него, чтобы он всегда держался, так и держался. Это великий человек, великий гений. Он имеет вот такие ангелы, которые его поддерживают. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич, за лаконичность. Ну что же, сейчас поэтические нотки должны прозвучать. Слово Юрию Родицыну. Молодец. Вот это настоящее представление, когда сам себя вспоминать начинает. В общем-то, мне было стыдно сегодня слушать Карачатского. Начали делить награды. У меня вот награды все на руках. И вот здесь вот тоже на бровях. Это вот награды. Их не скинешь. Владимиру Агееву землистого цвета полотна, чувашского духа замес, написано жарко и плотно, питаю живой интерес, вот так же ворочают глину и лепят священный сосуд. Вы молоды и былинны, и годы вам радость несут. Почувствовать силу искусства важнее, чем все разглядеть. Да здравствует мощное чувство и праздник великих людей. Великий человек. Это уже очень много. Это все награды меньше. На юбилее столетнем еще я хлеще скажу. Здорово образы лепишь. Я горд, что с тобою дружу. Здоровья на долгие годы, уверенный чудо руки. Ты мастер духовной свободы, могучие полотна близки. Народного праздника звуки на сердце моем разлились. Твои животворные руки, мелодии нашей земли. Огромное спасибо, Юрий. Вы знаете, я должен сказать, что да, он всегда почти достойный художник зачитывает стихи свои, но такие крупноформатные у него впервые. Спасибо. Конечно, я понимаю, что желающих поздравить юбиляра достаточно много, но время неумолимо
подходит к моменту, когда уже сам юбиляр должен сказать несколько слов в адрес. А все пожелания, я думаю, дальше можно озвучить за фуршетным столом, который будет на первом этаже. Все-таки сейчас позвольте предоставить слово народному художнику Чувашии и человеку, который выдвинут название «Заслуженный художник России», Владимиру Ивановичу Агееву слово. Скажу коротко, перед занятым словом. Я очень рад сегодня. Мне правительство наградило медаль за заслуги перед Отечеством. Это очень большая награда. Я его принимаю с радостью. Константин Геннадьевич, это мне очень приятно. И представитель сегодня пришел из Москвы, делал мне честь с подарками, и какие теплые слова он мне говорил. Это все мне остается в памяти, это мне будет вдохновлять. Очень много товарищей говорили, очень приятные, хорошие слова и подарки. И уважительное отношение к моим картинам, и такое приятное, душевное оформление моей живописной работы, это что-то говорит само по себе. Я хотел бы особо еще отметить для меня большого мецената Никифорова Леонида Никитичу, он сумел как-то оценить мое творчество, старается и делал очень много доброго дел. За то, что я им очень благодарен. Многие товарищи не пришли, кто болеет. У меня очень много хороших друзей. Далее. Выставка здесь представлена на этих залах. В основном делано за последние годы. Их у меня много. Эта часть только мизерная. Как я жил и работал. Я себе зарабатывал хлеб, продавая свои картины. И потом я узнаю через некоторых людей, коллекционеров, они говорят, ваши работы знаете, где находятся? Я не знаю. Они говорят, в Австралии есть в Турции, Китае, Мексике, Америке, Германии, Тель-Авиве и так далее, и так далее. Очень много места. А это знаете, здесь, в Москве, я работаю много, очень, около 15, в Петербурге много, в Нижнекамске штук 30 много. Вот это Нижний Новгород, Ешкараты и так далее, и так далее. Везде я выставляю мои работы. Смотрите. Я тебя горжусь. Это приятно. Я ведь всю жизнь работал только в творчестве, только 3 года преподавал. Остальные постоянно работал. Для меня это любимая работа. Я поэтому себя считаю счастливым человеком. Мне возможность была работать постоянно в своей работе. Не было никаких других помешательств, что там война, там или такое. Ну, конечно, во время войны очень было тяжело. Я познал, что такое запах черного хлеба. Знаю это.
потому что по 3 дня бывало еще легче. Работал постоянно в искусстве. Конечно, я развивался. Искусство любит только тех трудяг, которые постоянно жертвуют своим временем, своим делом. Если бы я себя зарабатывал в другом месте хлеб, там преподавал или что-то другое, то этого жизни и времени мне не хватило. И сейчас в свое время себя считаю, надо еще учиться, надо знать еще, но очень много не знаю. А что преподают в академиях или выпущенных заведениях? Они преподают то, что уже давно известно. А попробуйте своими штыками расколоть от истины кусок нового, свежего, современного, цивилизованного. Это не так-то просто. Вот приходится пользоваться всеми достижениями науки, техники и всего достижений науки. Я тоже делаю открытие. Если бы я не делал открытие в своем деле, то я ничего не могу. Это невозможно. Потому что я уже долго не буду учу. Я мог покажи, что я очень много на это делаю. Надо, любя работать постоянно и постигать новое, умение видеть, хорошо передать, как передать культуру. Это целая наука. Культуроведение такое есть понятие. Предметизации такое понятие есть, которое еще никто не знает. А что такое гравитационность, гравитация, то есть движение живописи практики? Это совершенно новое. А это нигде не пока не преподают. Вот некоторые старые мастера, например, Веласкес, Рубенс, Рембрандт, они интуитивно этим обладали. Обладали. Поэтому не великие. Попробуйте достичь понятия. Веласкес вообще до сих пор говорят, это великий учитель, вам пока его не понять. Это такая сложная наука. Это не просто так себя рисовать красивые вещи. А попробуйте делать определение, что такое фон, что такое предмет. А практически это невозможно. Вот какая сложность. Я пытался, уже 85 лет, прикол, и считаю себе, не хватило времени еще делать. Очень трудно понять. Это большая наука. Нас специально, пока в России и в других мирах, такая задача не поставлена познавать видение, мир и ее определить на плоской листе бумаги и хрусте. Здесь сидят очень много людей, видных людей. Я вижу здесь товарищи Павлова, здесь вижу представителей Академии Атомословщины, которые тоже изучают. Они изучают те отрасли, которые никто еще не изучал. Что такое добро, как оно возникает, что такое зло. Это называется злоумие, что называется. Это не изучает, определяет. Это тоже нужно знать. Если мы это не будем обладать, если не будем знать эти вот ориентиры, академии, достойный человек. Вот без этой науки, без этого определения, наше время, наше цивилизованное время, мы не можем так далеко идти изобразительным искусством. Изобразительное искусство – это очень сложная наука, это, конечно, может быть, и поэтому уступает слово Анатолию Николаевичу.
торжество нашей культуры, торжество духа творчества сейчас налицо. И я хотел бы выразить благодарность тем, кто устроил вот эту выставку, тем, кто подарил нам вот эту красоту, созданную Владимиром Ивановичем Агеевым. То, что на самом деле здесь чувствуется душа, чувствуется вот это неповторимое искусство, которое вложил человек, живущий в нашей Чувашской республике, человек, который дал миру новое, инноватор в изобразительном искусстве. Человек, который неповторим среди художников, он имеет свое лицо. И мало кто, художников много, но мало кто имеет свое лицо. Вот Владимир Иванович прославил нашу республику тем, что он дал миру такое искусство, которое неповторимо, которое имеет свое лицо. Спасибо вам за повышение духа нравственности в России и во всем мире. Мы гордимся вами и будем славить вас, и Академия Атанасов, и весь наш народ, вся наша Родина. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, на вот этой доброй, позитивной ноте сегодняшняя церемония открытия персональной выставки, посвященной 85-летию великого мастера, художника, гражданина, патриота Агеева Владимира Ивановича, завершена. Всех приглашаем. Спасибо. Сейчас начало только.